Доброго времени суток, дорогие зрители нашей рубрики «Кавказский акцент». В эфире я, Лачим Мамишев. Приветствую вас всех из Берна. Сегодня у нас в гостях бригадный генерал, председатель Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия, наш легендарный Ахмед Закаев. Салам алейкум, Ахмед, я вас приветствую. Ва алейкум ассалам, раматуллаху баракату. Я вас тоже приветствую, и вас, и всех наших слушателей и зрителей. В первую очередь я хочу вам поблагодарить за то, что уделили время, согласились на интервью, поскольку вы у нас не первый раз в гостях, и мне очень приятно каждый раз с вами обсуждать все вопросы, которые относительно касаются Кавказа и в то же время новейшей истории Кавказа. И я бы хотел начинать с 6 августа, поскольку эта дата уже приближается. Значит, это уже очередная годовщина. Это победа в 1996 году, 6 августа, войска Чеченской Республики Ичкерии освободили Грозный от оккупантов. Вот какие там события происходили вообще, что из себя представляет этот день для вас, как для вас, так и для всего чеченского народа? Дорогой Лачин, я хочу тоже начать свой разговор. Во-первых, хочу вас поблагодарить за возможность, которую вы даете мне донести свою точку зрения по очень актуальным вопросам до широкого зрителя. Второе, я хочу вас поздравить с тем, что комиссия утвердила ваше заявление. Я вчера подписал постановление Кабинета министров о том, что вам предоставлено гражданство Чеченской Республики Ичкерия. И я думаю, что в ближайшее время вы получите наш паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия. С чем я хочу вас еще раз поздравить. Огромное спасибо, дорогой Ахмед. Для меня это большая честь, что вы мне предоставили это гражданство, и я обещаю и вам, и всем ичкерийцам, чтобы они тоже знали, я верно буду служить Чеченской Республике Ичкерии, и я очень горд этим. Огромное спасибо и вам, и всем, кто принимал участие в этом процессе. Всего доброго, всего доброго. Я рад в любом случае, что большинство членов нашей комиссии удовлетворили вашу просьбу, и я с удовольствием подписал этот документ. Я уверен в том, что именно такие люди, как вы будете являться достоинством нашего государства, и чем больше в нашей стране будут проживать такие же порядочные люди, как вы, это и будет нашим богатством нашей страны, нашего государства. А теперь, возвращаясь к вашему вопросу. Да, 6 августа – это исторический день в памяти чеченского народа, да и в истории, по-моему, очень многих народов, потому что именно вот эта операция, которая была проведена 6 августа по освобождению города Джахар от российских оккупантов, всем миром была воспринята как что-то невероятное, что при таких неравных силах, что мы сумели добиться результата. А результат был тот, что Россия была вынуждена начать переговоры и заключить мирное соглашение с чеченской стороной. Это было, конечно, очень радостное событие и для всех чеченцев, и для друзей чеченского народа. И поэтому мы каждый год эту дату отмечаем. И несмотря на то, что сегодня наша страна находится опять-таки под российской оккупацией, но чеченцы, которые сегодня находятся в разных точках мира, они отмечают этот день, проводят памятные мероприятия. И вот на 25-й годовщину у нас тоже намечены ряд мероприятий в странах, где компактно проживают чеченцы. У нас был сформирован оргкомитет
И будут проводиться вот такие памятные мероприятия. Также мы рассматриваем вопросы о предоставлении государственных наград участникам вот этих событий, как бы юбилейные награды, что у нас есть ветераны, которых мы помним, есть и живые, и есть погибшие, у погибших есть семьи. Мы каждый год пытаемся напомнить вот тем, кто отдал свои жизни, родственникам тех, кто отдали свои жизни во имя свободы чеченского народа, что никто не забыт, ничто не забыто и никто не прощен. Все те преступления, которые были совершены и в Первую войну, и совершились и во Вторую, и продолжают совершаться по сей день, за эти преступления придется отвечать. Мы в этом не сомневаемся. И в то же время мы считаем, что это событие в истории противостояния России и Чечни, это победа чеченского народа над вооруженными силами России. Силы были настолько неравными, но все равно при таких условиях, при том, что были неравны, чеченцы отстояли свою свободу и независимость. И в истории этот день войдет как День Победы. И как бы, что бы сейчас ни говорили, что бы сейчас ни произошло, вычеркнуть этот день из истории не удастся ни Путину, ни Кадырову, ни всем тем пропагандистам. Поэтому этот день, День Победы чеченского народа над оккупационной Россией, над Российской империей. И вот так он и вошел в историю, вот так он и отмечается. Ну вот, этой операции предшествовало несколько событий. Мне кажется, очень важно, я хочу отметить это. Почему? Потому что произошло? Казалось бы, шли какие-то переговоры между Россией и Чечней, и в то же время мы провели вот эту акцию, вот эту войсковую операцию. Кстати, Ахмед, я извиняюсь, перебью. Вот по поводу переговоров. Насколько я помню, значит, в мае 1996 года состоялась в Москве, и вы тоже принимали участие в этой исторической встрече, президента Залимхана Яндарбиева и Борис Ельцин и Черномырдин. Вот эта знаменитая встреча, когда Залимхан Яндарбиев заставил Ельцина встать и пересесть, чтобы на равных шли переговоры. Вот состоялась там эта встреча, и я помню эту хронику, неоднократно смотрел, поскольку мне так она понравилась, что прямо в Кремле и вы заставляете, Залимхан Яндарбиев заставляет президента такой державы, ядерной державы, чтобы он встал и напротив с ним сидел, на равных, чтобы разговаривали, переговоры вели. И там присутствовал Ельцин, и он продиктовал этот документ, подписан Черномырдином в присутствии президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Вот это была договоренность достигнута, что перемирие, в общем, прекращение военных действий. А что случилось, что спустя несколько месяцев, и даже не несколько месяцев, спустя очень короткий промежуток времени, снова эти войска начали там проводить оккупационные там действия? Да, конечно, я расскажу, конечно. Дело в том, что вот встреча, о которой вы говорите, 25-го, которая произошла в Кремле, в Москве с Залимханом Яндарбиевым, эта встреча на самом деле готовилась еще при жизни Джохара Дудаева. В марте месяце Ельцин объявил о том, что он готов начать переговоры с чеченской стороной и встретиться с Джохаром Дудаевым. Джохар Дудаев тогда был живой. И были определены даже посредники. Это был Нитимир Шаймиев. Я был вовлечен в этот процесс со стороны нашей, с чеченской стороны. Уже появился помощник этого Шаймиева в республике. Джохар поручил мне с ним встретиться. И вот в этот период, во время подготовки так называемой встречи в верхах,
и было совершено вероломное убийство Джохара Дудаева. Ну, об этом мы говорили и раньше, я сейчас не буду останавливаться на этом, но российская сторона ожидала, что после гибели, после убийства Джохара Дудаева, что наше сопротивление будет разгромлено, что оно будет сломлено и что на этом сопротивление прекратится. Но не тут-то было. Чеченская сторона в соответствии с нашим законом, с Конституцией, был на Государственном комитете обороны был избран новый руководитель, президент, вице-президент Зелимхан Джандарбиев в соответствии с нашей Конституцией стал исполнять обязанности президента. И сопротивление не столько не было сломлено, но появился какой-то новый запал, потому что вот удар, нанесенный российской стороной, вероломный удар убийства нашего президента, оно наоборот вдохновило и чеченский народ, и чеченских бойцов сопротивления на более ожесточенное сопротивление. И в связи с этим все-таки Россия была вынуждена пойти на перемирие и на политический диалог. России это было необходимо, потому что там готовились выборы Ельцина, президентские выборы. И вот это была встреча Зелимхана Яндарбиева, то есть нашей делегации в Кремле, при Ельцине в Кремле, эта встреча была частью предвыборной, скажем, кампании Бориса Ельцина. Вот чеченская сторона знала об этом или нет? Вот задают вопросы, почему мы пошли на это и что, чего мы добились. Да, конечно, мы знали, был один этот вариант. И во время, еще один интересный момент, мы чуть было не свернули вот подготовку этой встречи, потому что 23 или 24 мая нам стало известно о том, что задержана Алла Борисовна в аэропорту Начки с Мусой. Муса, по-моему, Идигов был с ним, это начальник службы безопасности или охранник Джохара Дудаева, они вылетали в Начик, и там была задержана Алла Дудаева. Вы имеете в виду супругу покойного Джохара Дудаева? Да. Алла Дудаева. И вот в связи с этим Зелимхан собрал экстренное совещание, мы все обсуждали, ехать, не ехать, как нам быть в этой ситуации. И все-таки было достигнуто соглашение, договоренность, что нужно поехать и в первую очередь поставить вопрос об освобождении Аллы Борисовны. Вот во время встречи, что нужно так, сделать так. И вот с этим у нас были какие-то свои заготовки. Да, мне тоже задают вопрос, вот почему мы решились на эту поездку. Допустим, мы за несколько дней до этого обсуждали с Зелимханом Яндарбиевым, он меня вызвал в Махкиты, и мы обсуждали возможные варианты в случае нашего задержания, что мы могли бы сделать, что мы можем сделать, в случае отравления, что все варианты мы допускали, вплоть до ликвидации нас в воздухе. И поэтому выехать туда было принято решение. Мы поехали туда, Аслан Масхадов, как начальник главного штаба, остался на месте в случае. И наши основные командный состав, они тоже оставались в республике. Так что не все руководство чеченского сопротивления уехало в Москву. Это тоже было как бы рассчитано на то, что мы ожидали любую подлость со стороны России. И в связи с этим, наверное, я хочу еще один момент отметить. Мы ожидали именно вариант, который развернул Ельцин, что он постарается, он может допустить, что он хочет посадить за стол переговоров чеченскую сторону вместе с оккупационными структурами, напротив оккупационных структур Завгаева и его людей. И как бы Ельцин будет председательствовать во время внутреннего чеченского диалога с целью добиться мирного решения. Вот этот вариант мы предусматривали. И, конечно, мы заранее обсуждали, что в этом случае никакого диалога не будет, и что мы непременно
сорвем это мероприятие, если даже это будет стоить нам жизни. На самом деле Зелимхан так и поступил, когда Ельцин продемонстрировал вот это неуважение к нам с одной стороны сначала, вернее, он продемонстрировал, что он хозяин положения, он пригласил и Завгаева, и Яндарбиева и потребовал сесть за стол переговоров и закончить войну. Вот на что была реакция Зелимхана и нашей делегации в этой ситуации. Это помнят все, по-моему. Да. Хотя вначале они это скрыли, но в последующем, видимо, они увидели в этом какую-то силу Ельцина, что вот он поступился своими принципами и для достижения мира все-таки пересел напротив Зелимхана и Яндарбиева и начал диалог для достижения мира. Они решили вот в этом ключе использовать вот это поражение. А на самом деле я знаю, что Зелимхану и Яндарбиеву российские спецслужбы и Россия не простила именно этот поступок. И именно это являлось главной мотивацией убийства Зелимхана и Яндарбиева в Катаре, когда они его взорвали вместе с его с мальчиком, с 12-13-летним мальчиком. Слава Аллаху, что мальчик выжил. То есть вот этого Россия не простила Зелимхану. Вы помните, тогда был такой их депутаты, которые говорили, ничуть ли они там плакали от стыда за то, что произошло в Кремле, что приняли чеченских бандитов, и Ельцин был вынужден встать и пересесть, начать диалог. То есть вот это было основной мотивацией убийства Зелимхана и Яндарбиева. И еще один момент, что на самом деле Ельцин как поступил. Они нас не выпустили обратно, они сказали, что они хотят оказать нам честь, что проявить свое гостеприимство, чтобы мы на ночь остались в Москве. Да. Они специально зарезервировали какое-то там, по-моему, я сейчас не помню. Резиденция какая-то, и там... Дача Подгорного, по-моему, Подгорного, и вот этот особняк для президента и для его делегации, вот как они выразились. И нас отвезли туда. Мы уже, вот этот вариант тоже мы на самом деле допускали, что Ельцин утром может полететь в Чечню. Так они и сделали. Мы этот вопрос уже как бы между собой обсуждали. Но при всем этом, что он полетел туда, что вот все эти моменты, для нас они не были проигрышными. Мы просто себя в тот момент, особенно после гибели Жохара Дудаева, чеченское сопротивление заявило о себе как о единственной политической силе, которую признала сама Россия, которая вела войну против нас. И это был для нас очень важный политический успех. И поэтому мы, несмотря ни на что, пошли, и было принято решение и Зелимханом, и остальными участниками, несмотря ни на что, провести эту встречу в Москве. На самом деле, после этого уже весь мир заговорил о чеченском сопротивлении как о признанной не только вооруженной, но и политической силе со стороны, которая противостоит России, российским оккупационным войскам. Я думаю, это был успех. Ахмед, вот для меня всегда интересно, я очень много раз смотрел вот именно этот эпизод, когда уже вы входите, ждете Ельцина, потом появляется Ельцин, и в это время Зелимхан Яндарбиев, и у него такая интересная реакция, вот смотрит, когда ждет, ну как бы в бою, вот по виду видно, что сейчас вот такое сражение начнется. И Ельцин выходит, и спор разгорается там. Ельцин сидит там, а Зелимхан Яндарбиев подходит, вот к столу так руками стучит, что таким тоном я не сяду. И, в общем, он заставляет Ельцину, в общем, оказывать давление, чтобы он пересилил. В это время Коржаков, охрана Ельцина, подходит и между ними почти стоит. Вот в этот момент какие у вас были там, скажем, вот эмоции, ощущения, что вы ждали, что сейчас произойдет? Ведь всякий сценарий там возможно было, и разный там исход событий могло быть. Абсолютно разный. Дело в том, что вот тот момент, о котором вы говорите, когда мы зашли, и Зелимхан сразу увидел напротив, внутри находился Завгаев, Лобов, Черномырдин, да. И было понятно, что вот
попытается именно вот этот сценарий провести, то есть посадить за стол нас, как бы, две чеченские стороны, и Ельцин как бы будет выступать в качестве миротворца в чеченском конфликте. Вот этот вариант, который... Вот это и была реакция Зелимхана, когда он стоял в ожидании, пока зайдет Ельцин. И когда Ельцин зашел, и он сел на председательствующее место и предложил всем сесть по разные стороны стола, вот тогда и возникла реакция. Ну, как там еще один момент, который не попал в кадр даже. Ну, как Нимино, я извиняюсь, перебил вас. В этой гостинице я директор. Ну, Ельцин это хотел, вот этот месседж хотел. Да, это было продемонстрировано, что я хозяин положения, да, и он призвал всех сесть за стол переговоров. Но перед этим, когда у нас эта заварушка там началась, там не все попало, не все попали вот в этот фильм, который сделал, по-моему, Сванидзе. Зеркало. Сванидзе, он там использовал этот момент впервые. Но не все моменты он использовал. Дело в том, что там был Куликов, был Михайлов, был Степашин. И как раз вот когда у нас вот эта заваруха началась, на той стороне я слышу, Куликов говорит, я же говорил, что их место не в Кремле, а в матросской тишине или в Лефортово. Это мы слышали, что он говорит. Но он как бы это шепотом говорил на ухо Михайлову. И в это время, когда Зелимхан приблизился к Ельцину, Коржаков даже как бы он стоял в стороне, в другой стороне. Кто-то ему подсказал, кто-то ему подтолкнул его. Что ты здесь стоишь, мол, иди. И он быстро перескочил и стал между Зелимханом и Ельцином. Это все, они почистили какие-то голосовые и прочее. Но я в своей книге эту сцену очень подробно расписал. Вот в книге, которая вышла на английском языке, я думаю, она выйдет и на русском языке. То есть, вот были эти очень интересные нюансы. Но был еще один момент, когда уже нас отвезли вот на эту дачу, нам накрыли столы. Естественно, мы, как обсуждали, мы помнили, что нас могут отравить. И никто не притрагивался к еде, мы начали все искать Гульдемана, который... С российской стороны тоже кто-нибудь поел с вами? Нет, была только одна наша делегация, русских не было. Да. И мы, естественно, никто не садится за стол переговоров, не за стол, вот за этот, да, и никто не притрагивается к еде. Все ждали Тима Гульдемана. Потом Тим появился, и когда он сел за стол, уже мы как бы выборочно начали там, ну, кто рыбу, кто чего, немного перекусили. Ну, вот этот момент я помню очень, очень хорошо, когда все стояли и смотрели друг на друга, не прикасаясь к еде, потому что абсолютно для нас не было удивительным, если бы мы этот вопрос обсуждали перед тем, как поехать, что могут отравить и могут дать какой-то даже яд, какое-то отравляющее вещество, которое не сразу, а со временем. Ну, в последующем мы поняли, что до этого они тогда в любом случае не дошли. Конечно, если бы это было сейчас при Путине, нас бы, наверное, всех бы там каким-то новичком или старичком затушили бы всех. Еще там есть такой момент. В общем, когда уже вам сразу после переговоров вам предложили, это сюрприз был, да, насколько я понимаю? Как только переговоры закончились, и вам предлагают, что для вас выделили... Есть место выделено, что вы останетесь гостями. Ельцин говорит Черномырдину. Я надеюсь, что вы достойно примете, проявите гостеприимство президенту Яндарбаеву и его товарищам. Мы хотели, раз они нас не выпускают, хотели остаться в гостинице, забронировать места, но они категорически нет, мы не допустим, вы наши гости, вы должны поехать с нами. И нас отвезли вот в это закрытое место. Когда вы ехали, не посещали вас такие мысли, что уже это какой-то капкан, вас там будут и арестовать будут, и не будут выпускать? Вот до возвращения в Ингушетию, вот это чувство нас на самом деле не покидало. Но я вам скажу уже спустя годы по секрету, у нас в случае нашего задержания, такого открытого провокации против нас, конечно, были заготовки, свои заготовки в Москве. Должны были среагировать должным образом, и реакция абсолютно с нашей стороны последовала бы моментально.
Мы постоянно находились на связи с людьми, которые отслеживали весь этот процесс, который идет внутри, вот, ну, уже в процессе с российской стороной. Так что мы не просто так пошли в лапы этому медведю российскому. Ну, и насколько я понял, у вас был план А, план Б, план З. Абсолютно. Если у нас было акция, все естественно, будет реакция со стороны Чеченской да. Республики. Вот именно на то, что если будет такое открытое вероломство, да, вот у нас была подготовлена уже был свой вариант реакции, как повести себя и что будет происходить и в самой России, и в Чечне. И еще, Ахмед, вот все время... Но они пошли по самому оптимальному варианту. Они просто нас задержали в заложники, да, и полетели, и Ельцин полетел в Чечню. Просто вот это... гостеприимно задержали. С гостеприимностью задержали. Ну, да, гостеприимностью, да, нас задержали, да. И вот во время этого, вот в этот момент он и полетел в Чечню. Единственное, к этой теме я просто один деталь хочу еще вот с этой встречей уточнить, и потом уже переходим к поездке Ельцина в Чечню. Значит, я смотрел, в этом видео есть такой момент. Ельцин на бумаге, вот перед Ельцином стоит такая бумага, он вот резко так руками, так жестом что-то показывает. А потом есть такой эпизод, и Залимхан Яндарбиев там читает документ, и вот с иронической улыбкой чувствуется, что он, ну, в общем, смотрит, что это нет, это не наше, мы не примем это. Такой, в общем, так кажется, когда со стороны смотришь, что есть такое ощущение. А как шли этот разговор, и вот если вы помните, что происходило тогда, Ельцин какие условия предлагал, Залимхан на что давал согласие, в чем он отказался вообще? Нет, дело в том, что это было такое рамочное соглашение, просто на самом деле вот эта бумажка, которую мы подписали, или которую Ельцин подписал, он ровным счетом не имел никакого значения. Мы все понимали. И я думаю, и они понимали, и мы понимали. Для нас эта встреча важна была, чтобы зарекомендовать себя и показать всему миру, что есть политическая сила, с которой Россия разговаривает. Для нас сам факт встречи, это было важно. А для Ельцина было важно взять нас в заложники и полететь в Чечню и выступить перед солдатами и сказать: я закончил войну. Это для своего избирателя. Вот эти два главных момента были. Для чеченской стороны факт встречи в Кремле с российским руководством, да. А для Ельцина, что он полетел в Чечню, это самое минимальное, что можно было извлечь из этого, что он, если ему не удастся, они тоже просчитали, если им не удастся посадить нас за стол переговоров с Завгаевым, они учитывали этот момент, что, возможно, мы на это не пойдем, потому что мы перед этим неоднократно демонстрировали, что вот эти варианты с нами не пройдут. Хотя на каком-то этапе еще при Джохаре мы соглашались встречаться, контактировать с чеченцами, коллаборационистами, которые работали на оккупантов. Но чтобы в Кремле это еще зафиксировать, как бы давая возможность Ельцину заявить о том, что он является миротворцем в Чечне, после всего, что он там сделал, этого, конечно, мы не могли допустить даже ценой нашей жизни, если это стоило бы нам жизни. И Ельцин понимал, что, возможно, мы на это не пойдем. Для него главная задача минимум-максимум. Да? Вот они добились минимального успеха, поездка в Чечню. А для нас, что сама встреча состоялась в Кремле и было подписано перемирие, соглашение с российской стороной. Вот это важно. А вот об этом моменте, который вы говорите сейчас, это, я думаю, что когда Ельцин уже после всего, когда мы обсудили, это был один пункт, что с 1 июня прекращаются все боевые действия, там, авиация, артиллерия, перечислены были все виды, все рода войск, что все прекращают боевые действия с 1 июня. И в конце, значит,
он настоял, чтобы на этой бумаге не было подписано, что Ельцин сам не подписал. Он там диктует и говорит, что подписан Черномырдином в присутствии президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Это он диктует. И вот он добился того, что вот сзади, вот так и говорит, да. Вот здесь сзади где-то может поставить подпись и Завгаев, ну что он как бы тоже что он не против якобы. Да. Против политического урегулирования. В итоге так получилось, что Завгаев там за столом сел с российской стороны. Да, он сидел с российской стороны, и сначала он его вообще убрал. Я говорю этот фрагмент. Когда он пересаживался, вот этот момент учен, что он его сначала встать, и он его, буквально они прогнали его, он пересел, и уже потом в процессе переговоров, в процессе диалога он потихоньку приблизился и сел с краю с российской стороны. И вот он остался в команде Ельцина, ну там, где он... Где он вообще был, он всегда. Да, где он всегда и был. Да. Теперь вернемся к этому дню, 6 августа. Вот для всех иногда как бы загадкой остается 150-миллионная страна против 1-миллионного чеченского народа. И силы вообще несопоставимы. Российский там военный арсенал, военная мощь и Чеченская республика Ичкерия. Вот в чем был секрет, в чем была сила, что чеченцы там разгромили этих оккупационных войск? Знаете, Лачин, я думаю, что вот вообще сама идея проведения этой операции, во-первых, я всегда говорил, и мы только как бы являемся причиной, а победа, она от Всевышнего. Да, согласен. Мы верили в это, верим по сей день. Вот этот факт, он всегда присутствовал, он есть. И, конечно же, единство в чеченском сопротивлении, единство народа, очень много таких сопутствующих моментов этому успеху было. Во-первых, Россия и российские армии, они были полностью деморализованы. Во-первых, неправедная война. Все понимали, что они делают что-то неправильно. И при этом, я не знаю, у меня нет такого точного объяснения этому феномену, но это феномен, может быть, вот все наши многовековое противостояние чеченского народа, если так говорить символически, многовековое противостояние чеченского народа вот, российской экспансии, Российской империи, вот именно оно в совокупности вылилось в окончательную победу чеченского народа и позор Российской империи. Я думаю, с этого момента Российская империя, она перестала существовать в умах соседей, в умах закабаленных народов. А сколько народностей были подавлены империей, это мы помним. Да? Но вот с этого момента, я знаю это чисто по реакции даже вот Азербайджана, Грузии, Кавказских республик и других республик. Я один секрет тоже скажу. Когда Борис был Березовский, он был председателем, секретарем Совета Безопасности СНГ, секретарь СНГ. И как-то мы, когда очередной раз встретились в Москве, он сказал, что сегодня с Россией не считаются даже страны СНГ после вот этого поражения в Чечне. Это на самом деле было так. И вот почему им нужен был вот этот реванш. А вот этот успех этого дня, он заключался в том, что, думаю, что вот многовековая борьба чеченского народа и воля чеченского народа к противостоянию, в совокупности Всевышний просто дал чеченцам победу в этой неравной борьбе. Вот во время этой операции потери с российской стороны и потери с чеченской стороны,
какое там было сопоставление? Сколько у чеченской стороны было потеря? Примерно. Ну, конечно, точно не можете. Не знаю. Ну, я знаю, допустим, свое подразделение. У нас потерь было очень мало. Вот именно в этот день. Просто несколько человек погибших и несколько раненых человек было. И это все там от шальной пули, от этого самого. Практически с нашей стороны потерь в этот период, в этой операции не было. С российской стороны были огромные потери первые 2-3 дня. Почему они были вынуждены, Лебедь был вынужден, в принципе, остановить боевые действия. Это не потому, что он был на самом деле голубем мира. Просто он, когда прилетел в Россию, прилетел в Чечню, он увидел, в какой ситуации находится российская армия. Он так в последующем так и говорил: я, в принципе, я не предал российскую армию, я спас честь российского мундира. Если бы я не добился бы перемирия и соглашения, то российскую армию провели бы, как в свое время провели нацистов по Грозному. По Грозному их могли бы провести. На самом деле, что было, несмотря ни на что, но это было впервые, когда российские подразделения, подняв белые флаги, они начали продвигаться по Чечне. То есть они перемещались на основные точки, которые были определены уже в процессе переговоров с Масхадовым и с Лебедем. С чеченской и с российской стороны были обозначены 2 места. Это Ханкала и Северный. Туда были стянуты все российские силы, которые находились в окружении чеченских бойцов сопротивления. Конечно, этот день очень знаменательный день не только для Чеченской Республики Ичкерия, не только для чеченцев, это для всего Кавказа, поскольку уже спокон веков, как только Россия начала оккупировать Кавказ, экспансия Кавказа как только началась, всегда север, это Чечня, это северные ворота Кавказа. И всегда первым их сопротивление они встречали со стороны чеченцев, поскольку это был почти первый контакт с кавказцами. И всегда чеченцы показали себя самой такой положительной стороны, как воин. И я сейчас хотел с вами обсудить относительно вопросов насчет воинственности чеченцев. То, что чеченцы Кавказ защищали, это, конечно, я всегда это гордостью всем напоминаю, всем, когда рассказываю историю всего Кавказа. Но вот то, что чеченцы, и вообще в общей сложности кавказцы, грузины тоже, и есть там азербайджанцы тоже, поехали воевать в Украину. Вот участие в боевых действиях вне Кавказа. Вот я помню, вы писали об этом, и тогда многие неоднозначные реакции были у некоторых на ваши высказывания. И как вы вообще можете все это излагать, и ваше видение? Должны ли вообще чеченцы, в том числе кавказцы, вдали от Кавказа принимать участие в каких-то боевых действиях? Вачим, дорогой, я немного уточню свою позицию вообще по вопросам, связанным с участием добровольцев, как их сегодня их официально в любом случае, как бы сами эти люди себя не называли, в мировой практике их воспринимают как наемников, как солдат удачи, да? И оно сегодня как бы поставлено вне закона. Вообще, я думаю, что участие в горячих точках и в конфликтах как на Кавказе, так и за пределами на Кавказе. Для чеченцев, я буду говорить только о чеченцах, для чеченцев это слишком большая роскошь. У нас есть что отстаивать, у нас есть место и мотивация драться, у нас есть конкретный противник, который на протяжении нескольких веков уничтожает наш народ.
И по сегодняшний день наша территория оккупирована. И в этой ситуации чеченцы, когда участвуют в каких-то других странах и других конфликтах, это не только непонятно. Я с этим был не согласен с самого начала. Давай сейчас до Украины возьмем участие чеченских добровольцев в конфликте с Грузией, абхазском конфликте, Да. грузино-абхазский конфликт. Мы до сих пор как бы пытаемся наладить отношения с грузинами, с грузинским народом. Хотя там было 150 человек от силы чеченцев, которые участвовали на стороне абхазцев, их было не больше 150. Но российская пропаганда преподнесла поражение Грузии не чуть ли только исключительно благодаря чеченцам. Что грузины проиграли войну, потому что там участвовали чеченцы. Хотя это абсолютно не соответствует действительности. У чеченцев никогда не было ни артиллерии, ни танковых войск, ни авиации. А Грузию бомбили, штурмовали, именно используя весь этот арсенал, который имеется в наличии у России и у российских вооруженных сил. Но несмотря на это, очень многие грузины поддавались вот на эту пропаганду и считали, что поражение Грузии в абхазской войне, что это заслуга исключительно чеченцев. Хотя никакого подтверждения этому нет. Во-первых, дело в том, что Джохар Дудаев с самого начала говорил, он был против участия чеченских добровольцев в этом конфликте. И когда этот конфликт завершился, первое, что Джохар сказал, это самый красивый уголок на Кавказе отдали России, Российской империи. Чего добились? На самом деле так и получилось. Извиняюсь, Ахмед, насколько я помню, это вообще-то как бы катализатором этого стала Конфедерация народов Кавказа. Конечно, это структура, которая была создана российским КГБ тогдашним. Сегодня это ФСБ, тогда это было КГБ. Эта структура, эта организация была создана именно КГБшниками, чтобы вот уже когда они понимали, что распад СССР, он неизбежен, абсолютно неизбежен. И в этой ситуации нужно было создавать вот эти горячие точки, что было связано с Карабахом, с Южной Осетией, с Абхазией. И, к большому сожалению, наши и чеченцы, и азербайджанцы, и армяне, и грузины пошли по тому сценарию, который был разработан и подготовлен в кабинетах КГБ. И в этой ситуации мне хочется сказать и кавказцам, и чеченцам, и всем, мы не должны участвовать в конфликтах, которые искусственно создаются или провоцируются нашими общими врагами. А общий враг — это Российская империя. До тех пор, пока Россия не станет свободным, демократическим, правовым государством, все инициативы, которые исходят от России, они имеют мотивацию провокации, война, насилие, дестабилизация и прочее. Поэтому участвовать в их играх, я считаю, это абсолютно неверно. И я думаю, что вот эти конфликты, которые были заложены до распада СССР в конце 80-х, начале 90-х годов, это были чистые заготовки КГБ, и мы, к сожалению, и чеченцы, и грузины, и азербайджанцы, и абхазцы, и армяне, все играли на их мельницу. И мы сделали то, что они желали. Они спланировали то, что они хотели, мечтали. Да, они добились того, чего они хотели. А теперь возвращаясь к Украине. Ага. Украинский конфликт, украинцы, как народ, как государство, они не нуждались ни в чеченских добровольцах, ни в азербайджанских, ни в грузинских. Это, опять-таки, на мой взгляд, эту ситуацию спровоцировали российские спецслужбы через своих подставных людей. Я не говорю, что те люди, которые участвовали в этом конфликте, в качестве добровольцев, что они являются сотрудниками. Нет, но что их использовали, спровоцировали и натолкнули их на участие в этом. Да? Это был на самом деле, как вы сказали, это был капкан для чеченцев
для грузин, для азербайджанцев, которые находились в Европе. Потому что в основном в Украину направились именно те, которые здесь обустроились. Они имели политическое убежище, они имели здесь базу, у них была возможность работать, учиться. Но однако они отсюда направились в Украину, а другая часть, более которая была радикально настроена, вот два сегмента, которые российские спецслужбы вычленили из европейских стран. Это те, которые были ориентированы по каким-то демократическим, светским, этим самым, более, скажем так, умеренные в своих религиозных вопросах, но абсолютно непримиримые по отношению к России и к Российской империи и с тем, что происходит в Чечне. Вот этот сегмент они как непримиримых загнали в Украину. А другую часть, другой сегмент, которые были более радикально настроены и не смирились бы ни при каких обстоятельствах с тем, что происходит сегодня в Чечне, их направили в Сирию. Да. И вот эти операции, что в украинском направлении, что в сирийском направлении, они были, вот эти спецоперации по селекции чеченцев из европейских стран, по выдворению их вот в этой горячей точке, вот эта операция была проведена совместно с европейскими структурами, с российскими спецслужбами. У меня никаких сомнений нет в этом. Потому что вот те, которые направлялись в Сирию, им создавали условия именно в европейских странах. Да. Их собирали в одних населенных пунктах, их отправляли в Сирию. Точно так же создавались нормальные условия для тех, кто хотел ехать в Украину. Да. Но уже возвращаться обратно, что с Сирии они сразу попадали под категорию наемников и их сажали здесь, если их даже допускали. Что из людей, что те, кто из Украины шли, тоже здесь задерживали и сажали. Поэтому мы должны наконец-то научиться думать, соображать. Естественно, согласен. Для нас сегодня освобождение Кавказа это должно стать приоритетом вообще в любых вопросах. В Сирии там есть кому воевать. В Украине, я вас уверяю, там есть кому воевать. 45 миллионов населения, за которым стоит Европейский Союз, за которым стоит Соединенные Штаты Америки. У них есть возможность, силы и средства, чтобы отстоять свою свободу и независимость. А вот за нами, кроме нас самих, никого нету. Знаете, Ахмед, вот у меня мои видения, сейчас буду и с вами, и зрителями делиться относительно Украины, Сирии и других вопросов. Значит, и вот то, что вот в Сирию из Европы, именно из Европы отправляют чеченцев, это конкретно, чтобы потом как бы полностью свою легенду обосновать на то, что вот видите, чеченцы джихадисты, исламисты, радикалы. Вот то, что, чтобы во всей Европе создавать такой миф про всех чеченцев. Если чеченец, он значит и террорист, джихадист, убийца. Чтобы в будущем лишить всех чеченцев этого иммунитета в европейских странах. И для этого у них действуют, к большому сожалению, из чеченцев, засланные в Европу люди, которые занимаются арабизацией, которые занимаются радикализацией чеченской молодежи. А что касается Украины, и вот я помню, когда первый раз я читал об этом, что Иса Садыков поехал в Украину, и у меня тогда, с ним были, в общем, постепенно мы контактировали. Я тогда контактировал с Иса Садыковым, я жил в Азербайджане, сказал, что не надо туда ехать, это не надо этот батальон создавать. Он сказал, нет, это обязательно нужно. Я тогда ему сказал, что я тоже с тобой, если поедешь, я тоже с тобой поеду и буду тебя охранять там. И в итоге так получилось, что, как вы утверждаете, этот батальон тоже, других чеченцев тоже как бы подставил. Оказались они вне закона. Если сейчас есть у России, у европейских стран подойти к этому с юридической призмы,
окраску давать, что это наемники, которые занимаются в горячих точках, это уголовно наказуемое дело. И у меня есть еще версия, что этот чеченский батальон был создан именно для того, чтобы всех активных ичкерийцев, самых таких больших противников Кремля, в том числе господина Ахмада Закаева тоже, как-нибудь хотя бы на неделю, чтобы приехали в Украину и там всех вас ликвидировали. Ну, это не полностью удавшийся как бы план российских спецслужб. Как вы думаете, в чем-то я прав или нет? Нет, зачем? Вы во многом правы, потому что именно вот и в Украину, и туда, я как сказал в своем, как я и подчеркнул, вы тоже это сказали, направляли и в Сирию, и в Украину именно людей, непримиримых с сегодняшней ситуацией в Чечне, ну пусть разными взглядами. Одни более умеренные в религиозных вопросах, а другие более радикально настроенные. Но эти оба сегмента являлись абсолютно непримиримыми для России и российского руководства, и не смирились бы и не приняли бы то, что происходит сегодня в Чечне. То есть оккупацию Чечни. Они были непримиримы к этому факту. И в любом случае, и вот именно попытались избавиться от них. Одних направили, сначала создали в Чечне, на Кавказе, так называемый Кавказский Эмират, включили их в список международных террористов в последующем. А дальше уже тех, которые остались в Европе, те, кто уже были легализованы в Европе, находились здесь, их здесь собрали и отправили в Сирию. То есть с тем, чтобы они никогда больше не вернулись в Чечню и не создавали проблему для России. То есть этот ИГИЛ, так называемый сирийский, этот Кавказский Эмират, это детище спецслужб и западных, и российских. Это детище спецслужб. Как дочерняя компания Конфедерации народов Кавказа. Как в свое время, по СССР была создана Конфедерация народов Кавказа, чтобы вовлечь их вот в эти конфликты, о которых мы с вами говорили предыдущем. Поэтому, когда начались украинские события, я встречался с официальными представителями Украины, и у нас начался диалог. Я им предложил, что если мы сумеем подписать какое-то официальное соглашение, что в этом случае мы можем участвовать в этих точках. Межправительственные вы имеете в виду? Да, как союзнические войска, как союзнические подразделения. И к этому мы были готовы. Украинцы, на самом деле, когда мы с ними обсуждали эти вопросы, они были готовы разговаривать на эту тему. Но однако, те, которые, минуя вот официальные структуры, повлияли на процесс, чтобы эти люди перебрались в Украину, и там уже создали какие-то структуры, и в последующем они же их и раскололи. Из одного батальона стало 3 батальона. Да. Потом там еще какой-то кавказский. А то, что они сейчас делали, я это тогда говорил, что они будут являться жертвами. Как только начнутся какое-то послабление в отношениях России и Украины, первыми жертвами в этом конфликте станут чеченцы и другие кавказцы. Так на самом деле и получилось сейчас. Я думаю, что в любом случае мы постараемся, и мы должны сделать все, чтобы вот чеченцы, которые принимали участие в украинском конфликте, чтобы они не были выдворены оттуда так, чтобы они до них могли добраться российские спецслужбы. Нужно будет найти какой-то выход с тем, чтобы защитить этих людей. И мы обязательно это сделаем, иншаллах. Иншаллах, естественно. Вот, если мы не делаем вывод, исходя из наших ошибок, в ближайшем новейшей нашей истории, например, про Грузию мы с вами говорили, вот КГБ что сделал? Камсахырду как дискредитировали? Грузия для грузин. А хотя там есть продолжение. Он говорит, Грузия это в первую очередь родина грузин и родина всех остальных национальностей. Это вырезали из контекста, преподнесли так, в Грузии как бы создали гражданская война. А вот чеченцы, то, что оказались в Абхазии, вот я когда снимал фильм про нашего великого героя, великого сына чеченского народа всего Кавказа, Хамзата Ханкарова, если честно сказать, моя любовь к Грузии и моя любовь к чеченскому народу Чечне,
Я вот так сижу и думаю, Господи, что мне сделать? Вот этот эпизод должно иметь место в этом фильме. А потом подумал, что если я документалист, историю надо так написать, как оно есть. Нельзя это переписывать. А хотя мы должны из этого получать уроки, что мы со своей левой рукой как бы отрубили мечом свою правую руку. Как покойный Джохар говорил, отдали самый райский уголок Кавказа России своими же руками. Абсолютно. Ну, даже не, ну, мы приложили как бы приложили руку к этому. Хотя это было решено без абсолютно это произошло и без нашего участия, но они сделали так, что мы приняли в этом участие. И еще вот принцип, который извечно идет, разделяй и властвуй. Да. Они внесли раскол между нашими народами, который, вот этот осадок, он по сей день остался и остается у грузин. Что вот чеченцы с ними поступили несправедливо, заняв сторону абхазцев. Хотя у нас очень много моментов, претензий против, мы можем как бы говорить грузинам, но от этого мы ничего не добьемся. Нам нужно перелистывать те страницы, которые были спровоцированы не нами, и это не исходило от нас. Мы просто стали жертвами вот этих провокаций и озлобились друг против друга. Вот эту ненависть, вот эту злобу нам надо выбросить для того, чтобы мы могли создать свободный Кавказ. Естественно. Ахмед, если я правильно помню, вы после покойного Зивяда Гамсахурди во времена правления Эдуарда Шеварднадзе, как официальный представитель Чеченской Республики, вы или Аслан Масхадов посетили Грузию? Нет, первый я посетил, я встречался, я готовил встречу Масхадова и Шеварднадзе. Но да. После первой войны я поехал в Грузию, у меня были встречи. Это как бы официальный визит был. Да, и с Шеварднадзе. Встреча с Шеварднадзе. И потом уже по просьбе Шеварднадзе в эту же поездку я встречался с Арзамбо. Я поехал в Абхазию, и мы начали обсуждать вопросы с тем, чтобы начать диалог, прямой диалог абхазцев с грузинами. И, конечно, русские этого не допустили, они сразу включились в этот процесс, и они сказали, что пусть Закаев, даже так было сказано, пусть Закаев не забывает, что мир между Грузией и Абхазией заключил Ельцин. И они там был фрагмент, один ролик, когда Ельцин берет за руку и Шеварднадзе, и Арзамбо, вы помните это, да? И вынуждает их пожать руки. Они напомнили вот этот момент и подключились сразу к этому процессу. К большому сожалению, до тех пор, пока мы будем позволять на Кавказе, мы будем позволять кому-то вмешиваться в наши дела, вот всегда мы будем разобщены. Но я уверен, что теперь уже наступают дни, когда Кавказ и кавказцы станут хозяевами своей земли. Союзнические отношения, вот такие, какие у Азербайджана с Турцией, я их только приветствую. Союзнические отношения, это нормальный формат, это нормально. Но участвовать в чьих-то провокациях на чьей-то стороне, я категорически с этим не согласен и против этого. Естественно, я с вами согласен, Ахмед, мы не должны ни в чьи-то дела вмешиваться, и в то же время мы не должны позволить, что в Кавказе, в наши внутренние дела кто-то вмешивался. Кстати, вы отметили вот это союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией. Как вы оцениваете, например, вот эту декларацию, подписанную в Шуше, о взаимной военной сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном? И вот для меня очень интересно ваше мнение. Я считаю, вы не кабинетный генерал, вы боевой генерал, бригадный генерал. Вот как генерал, боевой генерал, как вы видите все это? Это потрясающая победа не только азербайджанского народа, но и Турции и Азербайджана. И вот это станет началом объединения всех турецких государств. Я думаю, что вот это будет окончательная победа людей доброй воли. Я не хочу делить на категории, на религиозные факторы. Естественно, да. Но в любом случае, вот этот союз тюркских народов и вот военный компонент этого союза, он будет
мощным сдерживающим фактором по дестабилизации этого региона. Мощным сдерживающим фактором. И это победа. Это сегодняшняя победа и Турции, и Азербайджана. С чем я, кстати, поздравляю и тебя, и наших турецких братьев. Большое спасибо. Ахмед, я вот, чтобы переходить на другой вопрос, именно хочу вот один момент, чтобы для зрителей, а также для наших недрузей, которые сейчас нас слушают, чтобы вы полностью дали объяснение. Вот мы сейчас с вами разговариваем, что вот у чеченцев есть места, где они должны продолжать свою борьбу. Чтобы это вырезать из контекста, насколько я знаю, против вас пытаются еще какие-то уголовные новые дела возбуждать, или уже недавно возбудили. Я смотрел как-то выступление Рамзана Кадырова. И я хочу, чтобы вы полностью это на языке Толстого, Пушкина, который написал «Зло чеченец точит кинжал», и объяснили, что вы не имеете в виду какие-то там противозаконные или действия, или какие-то вооруженные там сопротивления. Вы этого именно в Чечне не имеете в виду, потому что они... Не хочу, чтобы моя передача заслужила к тому, что очередное уголовное дело, сфабрикованное уголовное дело возбудили против вас, используя в какой-то момент. Окей, Начин, дорогой, я скажу свое мнение вот по этим вопросам. Пусть возбуждают уголовные дела, пусть там принимают какие угодно решения. Моя позиция заключается в том, что чеченцы победили в русско-чеченской войне. И нам воевать больше нет необходимости. Я категорически против того, чтобы мы сегодня спровоцировали какую-то военную ситуацию с Россией и еще какие-то пожертвовали нашими жизнями наших сыновей и дочерей. Мы свою военную победу одержали в 1996 году, 6 августа. Мы военную победу одержали 6 августа 1996 году. И поэтому когда мне задают вопросы, а вот вы готовы на какие-то военные акции, сколько у вас штыков? У нас нет штыков, нам не нужны штыки. У нас есть структуры соответствующие, есть главный штаб, есть специальные структуры. Но добиться деоккупации Чеченской Республики мы должны исключительно мирными методами, исключительно мирным путем. И чего мы и будем добиваться, и добьемся, иншаллах. Я в этом не сомневаюсь. Я не сомневаюсь в том, что мы свою свободу и независимость отстоим. У меня нет никаких сомнений, что независимость Чечни будет признана и другими государствами, потому что сегодня уже другой мир. Ситуация намного очень сильно отличается, чем ситуация была 30 лет назад. Мы в этом сентябре 6 будем отмечать 30-ю годовщину восстановления чеченского государства. И ситуация во многих вопросах сегодня кардинально другая, чем была тогда. И даже сам принцип независимого государства и принцип независимости и суверенитета, он намного отличается от того периода или от тех требований, которые были тогда. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что Чечня освободится. И то, что я сказал, что да, чеченцы в Европе, Турции, в Азербайджане, где бы они ни находились, они сегодня должны работать на этот путь, на путь по деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. В чем она заключается? Она заключается в том, чтобы мы помнили, что мы есть, чтобы мы помнили павших наших героев, мы помнили наших лидеров, которые отдали свои жизни, чтобы мы помнили и не забывали то, что совершено над чеченским народом, российскими оккупантами. И вот те процессы, которые мы сегодня начали, и трибунал, национальный трибунал, то, что мы проводим какие-то следственные мероприятия, выявляем преступников и коллаборационистов, которые сегодня служат им. Вот это и есть наша война. Война исключительно политическими и другими сподручными нами методами, чтобы мы добились деоккупации и мы имели возможность провести выборы и избрать свою власть в Чечне. А эта избранная народом власть,
она будет определять уже отношения и с Россией, и с другим миром. Я в этом не сомневаюсь. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли добиться, сохраняя вот эту правопреемственность власти, передать власти избранным структурам. Иншаллах. Я вполне с вами согласен, я тоже абсолютно в этом убежден. И теперь я, как ичкериец, с уверенностью могу обратиться к нашим братьям-ичкерицам, что наша сила только в единстве, сплотнение только ради свободы Чеченской Республики Ичкерия, ради деоккупации, поскольку всячески, вот мы, как вы с вами обсуждаем уже, пытаются атомизировать, там создавать какие-то разногласия между чеченцами. К этим провокациям ни в коем случае не надо идти. Как раз те люди, которые не хотят свободу Чечни, чеченского народа, они и разделяют, властвуй. Еще, Ахмед, я вот как раз мы затронули эту тему, я бы хотел и с вами обсуждать, чтобы зрители были в курсе. Вот в 2018 году, 23 февраля, Организация в мире права человека во главе с Айдемом Ибрагимовым, вице-премьер Чеченской Республики Ичкерия, и по ассоциации в мире права человека непосредственно мой шеф, значит, вместе с Чеченской Республикой Ичкерия подали иск Международный уголовный суд, Гаагский трибунал. И они, в общем, там есть обвинения против высшего руководства России в военных преступлениях против чеченского народа. И про геноцид, почти это можно геноцидом назвать, против чеченского народа. И для у кого нет информации, я хочу отметить, что во время этой войны 300 тысяч чеченцев, гражданских лиц погибло. Из них более 40 тысяч дети и примерно столько же русскоговорящее население Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас как обстоят эти дела? Какие-то есть еще новости или в этом? Нет, я еще тогда мы говорили, обсуждали, когда еще подавали иск в Гаагский трибунал. Для нас главное было, чтобы они приняли у нас эти документы. А мы понимали, что сегодня и при сегодняшних реалиях создание независимой комиссии по расследованию преступления, оно все должно идти через Совет Безопасности ООН. На сегодняшний день, пока Россия является членом Совета Безопасности с правом наложения вето, это нереализуемо. Но сам факт, что этот кейс находится там, это позволяет нам, несмотря на сколько времени это будет занимать, это нам позволяет учредить национальный трибунал по этим преступлениям. Поэтому мы сейчас ведем работу. Кстати, вы входите, по-моему, одним из экспертов являетесь этого национального трибунала. Да. Мы сейчас документация подводится, завершается работа над документациями. Я думаю, что в ближайшие недели-две мы утвердим все соответствующие документы, связанные с созданием национального трибунала. Это устав, регламент и штатное расписание, все эти моменты. И этот трибунал начнет свою работу. А то, что находится в Гааге, я абсолютно уверен в том, что рано или поздно вот этот процесс, который мы заложили в 2017 году, он будет продолжен. И преступники, которые совершили это преступление, будут привлечены к ответственности. Я это говорю, потому что сама Россия и российские граждане будут заинтересованы в этом. Потому что существующий преступный режим совершил преступление не только против чеченцев и других кавказских народов. Этот режим совершил преступление против русского народа. Взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, теракты в Норд-Осте, Беслан и другие убийства мирного населения, это все дело рук российских спецслужб. И сама Россия будет, и граждане, новая Россия, те, которые придут после Путина, будут заинтересованы в том, чтобы этот судебный процесс над этим режимом он состоял. И, конечно, в этом процессе, в этом отношении, то, что мы подготовили и подали в Гаагский трибунал, это будет являться мощным фундаментом для начала этого процесса. Ахмед, я выражаю
искреннюю, огромную благодарность вам и за интересный разговор, и за эти факты, которых нам рассказывали, и за то, что уделили время, и за то, что подписали постановление о том, чтобы мне предоставили гражданство Чеченской Республики Ичкерии. Еще раз повторяю, я этим горд. Огромное спасибо вам за все. Всего доброго, очень всего доброго. До свидания.